Сегодня мы празднуем победу в Великой Отечественной войне. Прежде всего, мы поздравляем непосредственных участников и свидетелей событий тех лет, наших дорогих ветеранов. Их подвиг является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить. Спасибо им за все, что они сделали для нас. В этот день мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для нас всех. Их подвиг никогда не должен быть забыт. Важно помнить, что победа в Великой Отечественной войне была возможна благодаря единству и солидарности всего советского народа. Мы никогда не забудем о жертвах и героях тех лет. И мы всегда должны быть готовы бороться за свободу и справедливость, защищая свою родину. Мы желаем всем ветеранам и гражданам Абхазии здоровья, мира, счастья на нашей родной земле. С праздником Великой Победы! Уважаемый Александр Златенкович, уважаемые ветераны войны и труженики тыла, товарищи! 9 мая – святая дата для наших народов, ведь в Абхазии, как и в России, в каждой семье памятны свои герои, участники той страшной войны. Как уже говорилось, более 55 тысяч граждан, жителей республики, ушли в действующую армию на фронт. Из них более 17 тысяч не вернулись домой. Память о бессмертном подвиге тех, кто защищал Родину и трудился в тылу, а тех, кто погиб на полях сражений и стал жертвой фашистских оккупантов, и их приспешников из числа ныне выглядящих демократическими стран, а также бандеровцев всех мастей. Эта память является одной из важнейших основ союзнических российско-абхазских отношений. Мы признательны абхазской стороне за то, что в вашей республике с должным вниманием относятся к памяти павших и ветеранов, чтут их заслуги, помнят, уважают и оберегают установленные памятники, места захоронений и иные связанные с войной даты и события. Хочу обратиться отдельно к присутствующим здесь ветеранам. Вы легендарные воины великой страны, благодаря которым все мы, здесь собравшиеся, сегодня живем, работаем, воспитываем детей и внуков. Наша привычная мирная жизнь – ваша прямая заслуга. Низкий вам поклон. Здоровья, кавказского долголетия, жизненных сил и оптимизма.